Перед началом просмотра обязательно поставьте лайк и оставьте свой комментарий. Они нам очень важны. Правительство Туркменистана вдвое увеличит финансирование закупки иммунобиологических препаратов, то есть вакцин. Об этом 5 октября сообщило Госинформагентство Туркменистана. На протяжении 25 лет вакцины поставляются в Туркменистан через представительство ЮНИСЕФ, Детского фонда ООН, в рамках меморандума о взаимопонимании, предоставлении услуг по закупкам и соглашения о вакцинной независимости. Сейчас подходит к концу очередной пятилетний цикл закупок. Стороны подписали план по закупкам вакцин и инъекционного оборудования для иммунизации на 2021-2025 годы, финансирование которого увеличено вдвое в сравнении с предыдущим периодом. Это решение объясняют необходимостью ввода новых вакцин и ростом рождаемости. Какие именно вакцины планируется вносить в национальный календарь, не уточняется. Сейчас в него входят прививки от полиомиелита, туберкулеза, дифтерии, коклюша, столбняка, вирусного гепатита, вирусного гепатитов, хипоинфекций, кори, краснухи, паротита, а также болезней, вызываемых вирусом папилломы человека, пневмококковой и ротавирусной инфекцией. Что касается рождаемости, то на графике Всемирного банка, составленном на основе официальных данных властей Туркменистана, ее рост не прослеживается. В 2013-2018 годах количество рождений на 1000 человек непрерывно падало. В 2018 году этот показатель составлял 23,83 ребенка на 1000 человек. Для сравнения, показатель 1992 года – 33,35. Исторический минимум для страны составляет 22,94. Он был достигнут в 2004 году. В Туркменистане формально действует страховая медицина, однако на практике ряд медицинских услуг объявляются не входящими в страховку. Полис лишь позволяет во многих случаях снизить стоимость услуг. Кроме того, в стране высок уровень коррупции, и часто людям приходится платить не в кассу больницы, а лично врачам.